Это их почти третий день пребывания в реанимационном отделении. Братья Чопановы, 9-летний Идрис и 10-летний Рашид, были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас оно оценивается с положительной динамикой. Дети отравились угарным газом. Старшего мальчика, возможно, скоро переведут в обычную палату. Второй ребенок, Идрис, он находится на аппаратном дыхании, но если непосредственно работа аппарата вас интересует, на входе ребенок был на контрольном режиме, сейчас там уже режим вспомогательный, параметры помягче, ребенок небольшую положительную динамику он дал, но в любом случае он пока ситуация остается тяжелой. ЧП произошло в Карабулаке. Причиной всему самовольно установленный водонагреватель без дымохода, что и привело к скоплению угарного газа. Данные дети находились в ванной комнате. В ванной комнате газовую колонку устанавливать нельзя категорически. Второе. Дымоход. Это так называемая гофрированная труба, которую тоже нельзя устанавливать. Сама труба протяженностью максимум 1,5 метра. Дымоход должен быть в металлическом исполнении и находиться выше карниза, как минимум, на 50-60 сантиметров. На выходе из колонки труба не была закреплена. Оттуда ушел угарный газ. С начала отопительного сезона это уже 64-й случай отравления угарным газом, причем все дети. Причины по-прежнему одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования, печки-буржуйки и газовые колонки, установленные в ванной. К сожалению, без летальных случаев не обошлось. От отравления угарным газом в конце прошлого года умер мальчик 11 лет. При отравлении человек испытывает слабость, головокружение, тошноту и рвоту, а также не может сконцентрировать внимание. При этом достаточно несколько раз вдохнуть угарный газ, чтобы потерять сознание. На сегодняшний день медики лечат отравление при помощи чистого кислорода. Ситуация с отравлениями по сравнению с прошлыми годами критическая. Процентов на 20 увеличилось поступление по отравлению угарного газа. Это особенности в зимние, осенне-зимние периоды. Увеличиваются они. Поэтому, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца будем ждать еще поступления с такими диагнозами. Тихая смерть без цвета и запаха. Главная опасность газа в его привычности и повседневности. То есть в том, что опасность не ощущается. Не каждый человек поймет это отравление угарным газом или какое-то другое патологическое состояние. Обращаться, конечно, к специалистам газовой службы для того, чтобы налаживать дома всю эту систему. А так, в первую очередь, это кислородная терапия. Нет ничего лучше, чем элементарная осторожность. Например, в жилых домах может использоваться только природный газ, а не сжиженный, который опаснее, а его взрыв куда мощнее. Поэтому, если кто-то из соседей заносит во двор газовые баллоны, это еще один повод звонить в газовую службу. А изношенные шланги, замурованная вентиляция – мина замедленного действия. Зелимхан Калоев, Фадым Далаков, Новости 24.